Это не растительный продукт, сметана, она разрешена. Использование детского питания. Каждая баночка и упаковка, все, что находится на складе столовой, подлежит тщательной проверке. Поводом стала информация в интернете о том, что детей кормят некачественными продуктами. Работники второй школы уверяют, питанию своих подопечных они уделяют особое внимание. Здесь не понимают, откуда берутся такие слухи. Пусть любой родитель придет проверить качество вот этих продуктов. Мне вот от души, вот я плакала даже, как это можно было. Были, что вот некачественные продукты заводят в лекарских школах. Инстаграмыч. И честно слово, я всю ночь проплакала. Как это можно ехать? Хоть что-нибудь надо. Просрочно, хоть один продукт они завозили бы. Сколько, вот второй год они работают, эти послушали с нами. Ни разу нам просроченный продукт не завозили. Некачественных продуктов тоже не было. Но сотрудники Роспотребнадзора верить на слово не привыкли. Они тщательно проверяют документацию на возимую продукцию. Отследить путь товара от производителя до потребителя они могут благодаря системе «Меркурий», в которой зарегистрирована школа. Вся учетная документация подлежит контролю. Сейчас мы проверяем наличие учетной документации пищеблока. Это журналы, которые они ведут. Сейчас мы проверяем брокеражный журнал. Это брокераж готовой продукции перед непосредственной подачей детям. Мы оцениваем, органолептические свойства оцениваются приготовленного продукта. В брокеражной комиссии участвует 3 человека. Это директор или исполняющий обязанности директора, это зав. Пищеблоком и медсестра. Проверка документов показывает, что все в норме. Учет ведется согласно графику. Ежедневно в этой столовой завтракают и обедают дети с 1 по 4 классы. Поэтому маленькие критики лучше других смогут оценить вкус и качество здешних блюд. Рис, каша, там всякое бывает. Ты одна ходишь или с одноклассниками сразу? С одноклассниками. Весело, да. Скажи, тебе нравится? Вкусно? Да, очень вкусно. Не просто вкусно и полезно, но еще и безопасно. Железное правило в период пандемии – это соблюдение противоэпидемиологических мер. Маски, перчатки, специальная форма и не только. При входе организован входной фильтр, имеются термометры, также антисептики для рук используются везде, дезинфицирующие средства, влажные обработки, рециркуляторы воздуха. Все меры профилактики предусмотрены. Убедившись в отсутствии серьезных нарушений, сотрудники Роспотребнадзора отправляются дальше. В первой школе под столовую здесь отвели отдельный корпус, построенный еще в начале прошлого века. Критерии проверки те же – наличие документов, срок годности и условия хранения продуктов. Суточная проба отбирают. Да. Термометр есть там? Так, наличие температуры, да. До плюс 6 градусов температура хранения соблюдается, маркировка на суточной пробе имеется. Периодически к нам приезжают с Роспотребнадзора, проверяют периодически. Конечно, иногда бывают такие незначительные нарушения, потому что у нас помещение, так скажем, просто мы сами своими руками здесь в помещении все сделали. Ну а так, в принципе, у нас все нормально. И дети довольны питанием, и вроде родители у нас довольны. Повод для сегодняшнего рейда – результаты проверки органов прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора, когда в школах Назрановского района были выявлены нарушения закона в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в образовательных учреждениях. По результатам проверки в сельском поселении Кажево СОЖ номер 1 не подтвердился данный факт, так как о недоброкачественности продуктов можно судить только при полном исследовании документации, сопроводительной документации, накладных, а также по результатам лабораторных исследований. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, питание детей должно быть на контроле у родителей и преподавателей. Детские желудки подвержены высокому риску развития различных заболеваний, поэтому вопрос этот требует повышенного внимания к себе. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.